Друзья, всем привет! 30 августа, закат солнца, вечер, скоро стемнеет. И поверьте, честное слово, я уже не хотел было включать камеру. Рабочий день сегодня был, трудный рабочий день, река мелкая, очень много пришлось толкаться шестом. И времени как бы ни на что у меня больше не осталось, ни на рыбалку, ни на ягоды, ни на грибы. И не хотел включаться. Ну вот, остановился. Раз поклевка, два поклевка, три поклевка. И вот, смотрите, щучка, уже с десяток окуней. Мелкие, все вот брал коту, вот сколько, штуки 4, наверное, мелких. Хорошие горбачи тоже есть. И все, как бы думаю, ну, давай включусь. Дай включу камеру, достану, дай покажу друзьям, что и как. До последнего. А, ладно, думаю, что там, полчасика осталось, часик. Но вот когда вот я достал вот этого кабана, я пожалел, что камера была не включенная. В общем, включаю, и остаток дня, вот сколько нам получится, полчаса, так полчаса, 20, так 20 минут поснимаем. По ходу рыбалка вечерняя пока получается, а там видно будет. Поехали. Буквально с первого заброса. Сначала пробовал на одном месте, вот там половил где-то на минут 10. Так себе, на 10-15 забросов одна поклевка. И не всегда результативная. Вот он, вот она, вот он. Вот он горбач, друзья. Ну как вот такую красоту, друзья, не показать вам? Ну, простите меня, пожалуйста, что сразу не было включения, но не было никакого настроения даже ни на рыбалку, ничего. С вчерашнего вечера начал поливать дождь. И поливал всю ночь, все утро. С утра был ветер, волна, дождь, как бы никакого настроения, естественно. Но камеру на всякий случай я взял. Очень много участков реки, которые вообще не проезжие. И приходится, особенно против течения, толкаться шестом. Потому что мотор у меня этой марки Suzuki нет трех положений, как на всех нормальных моторах. У этого только два положения, верх и низ. И как бы не хочется на полном ходу. Лодка, конечно, идет повыше, но после такого дорогостоящего ремонта как бы уже не хочется мне рисковать на полном ходу. И езжу медленно. Медленно не везде проедешь, как бы. И, в общем, не без всякого настроения. Думаю, дай хоть на жареху свежатинки поймаю, да коту подергаю, если клевать будет. И поклевало ведь. Думаю, а ладно, что там показывать. Сходил на беломошник, посмотрел белый гриб. Тоже не снимал ничего, потому что снимать было нечего. Хоть и дождик вчерашнего дня поливал, но не знаю, когда он вырастет, но ни одного белого гриба еще нет. Впустую, думаю, снимать нечего. А тут бац-бац с первого заброса и такие горбач, потом язь, вот, потом еще один горбач при вас уже. Ну и все, вот пару пустых проводок тоже есть. Нет, вот беру всех, потому что и кот, и Джесси, и все братья мои меньшие рыбу просто обожают. А с кашкой сварить самое то. Поклевки есть, и это радует. Дожди пошли, я так думаю, вода пойдет на прибыль. И мы еще половим рыбу. Ну вот, была поклевка. И резинку откусили.
Так, ну вот, еще один горбач. Вот он, красавчик. Кто-то откусил резину, возможно, это щучка. Хотя мог и окунь откусить. Поменял резинку, второй заброс и поклевка. Окунь крупный. Можно, конечно, оттолкнуться от берега, сплавиться немного, но как бы нам не по пути. И покидаем здесь, тем более нет-нет, до поклевки есть. Рыба здесь стоит. Опа, есть поклевка, есть, вот она. И окунь-то хороший. Хороший, хороший. Хороший. Опа. Вот Янска, да. Лето у нас, походу, закончилось. Но оно и действительно закончилось. Послезавтра уже сентябрь. И то спасибо, считай, июнь жаркий был. Начало июня. Потом немножко было дождей, немножко было низкой температуры. А потом июль, август. Отличное лето, грех жаловаться. Для нашего региона это вообще красота. Скоро начнется уборка картофеля. И, в общем, после уборки картофеля, скорее всего, я так думаю, вода уже будет большая. И надо уже будет ходить в лес. И надо уже будет ставить продольники. В общем, спиннинг, скорее всего, мы видим, возможно, даже в последний раз в этом сезоне. Пробовать я, конечно, буду. Бывает и в октябре неплохо клюет. Ну, похуже уже, похуже. Но на удочку бывает неплохо. Так что будем еще пробовать ловить. Ну, а у нас поклевки что-то прекратились. Солнышко село. И скоро, очень скоро начнет темнеть. А сейчас темнеет, ого как. А по такой воде опасно. Днем-то негде ехать, а ночью вообще труба. Очень низкий уровень воды. Считай, сколько? Месяц почти без дождей. Кстати, если вы заметили, у меня опять удочка Lucky John. И на этот раз с новой китайской вертушкой. 380 рублей, что ли, у нас. Там огромное количество вертушек, но подошло более-менее только две верхушки. Одна вот подлиннее сейчас, вот которая здесь сейчас стоит. Вторая чуть покороче. Там с разными тестами. Но я вам скажу, от оригинала сразу есть отличие. И очень-очень заметно. Если оригинальной верхушкой от Lucky John закидывал буквально без усилий, только вершинкой раз дернул и блесна полетела, то это просто палка. Ну, получше, чем огрызок оригинала. Ты смотри, не хочет, поставил вертушку. О, язь плесканулся, язь. Я так думаю, это язь. Хотя окунь тоже так может плескаться.
Поставил вертушку, копию понтона, поймал одного мелкого окушка, и все, дела похуже. Что-то вертушку недолюбливают. Сейчас поставлю. Экспериментировать нечего. Поставим наш рабочий виброхвост. Осталось у меня их 2 штуки из сколько? 7, наверное, было у меня изначально прошлый год. Рыбы я на них надергал. Ого-го-го. Вот и поклевка сразу же. Первый заброс и сразу поклевка. Так что вот вам ответ, почему я очень редко меняю блесна, резину. Потому что меняй, не меняй, лучше всех все равно ловит этот виброхвост. Блин, там только отъехал от того места. Опа, есть поклевка. Не крупный. Пойдет. Сегодня берем всех. Вот там стоял. Что-то поклевки прекратились. Отъехал от того места, и там вот началось бурление. Окунь гоняет малька. Окунь или кто там, щука, я не знаю. Но времени нет уже. Времени нет стоять. Сейчас немножко самосплавом, буквально еще минут 10 покидаю до переката. Там потому что идет мель. Вот здесь перекат. И ниже перекат. Метров, наверное, 150-200. А тут типа ямки. Даже сейчас по этой мелкой воде здесь глубины хватает. Ну, где глубина, там и рыба получается. Ну, в смысле, крупная рыба. На мели что-то ее нет. Солнышко село. Вон такой красивый закат. Вон, вообще красотень. И скоро придет ночь. Уже очень скоро. Через час будет уже темным-темно. Хоть глаза выколи, ничего не будет видно. Я говорю, все, минут 10. И хочешь, не хочешь, клюет, не клюет. Это тебе не по тропе идти по реке. С фонариком здесь не прокатит. С фонариком даже видно хуже, чем без фонарика. Так что тем более поклевки прекратились. Но ничего. Половили мы. Грех жаловаться. Вон. Несколько горбачей, щучка и язина. Грамм 800, наверное, не меньше. Килограмма 4, наверное. Точно будет общий вес. Так, между делом. Просто хотел поймать на жареху. А получилось очень даже хорошо. Так что используем, друзья, любую малейшую возможность для рыбалки. И не только. Как не попробовать, клюет, ловится, не ловится рыба, если ты проезжаешь возле клевых рыбных мест. Ну, обязательно надо попробовать. Бывает, не клюет. Но сегодня вот поклевала, половилась. Не хочет. Все. 3 последних заброса. Да, нет. И едем. Вот не скажешь, что сегодня с утра была такая мерзкая погода. Дождь, ветер,
холодно. А сейчас опять тишь да гладь. Но температура уже не летняя. Вон даже комаров мало. Ну и все, наверное, друзья. Вот такой вот сегодня получился короткий ролик. С бухты-барахты. Вообще не планировал сегодня ролика, потому что надо монтировать ту поездку, которую, скорее всего, вы уже посмотрели. Потому что, ну, когда отдыхали с Калиной, с супругами, 2 части, на данный момент она еще не смонтирована. А монтаж — это тоже занятие долгое, трудное, нудное. Так что по этой причине я не хотел снимать лишнего материала, чтобы меньше было монтировать. Ну, не удержался, все-таки заснял. А судить вам, надо было это делать, не надо. Пишите в комментариях, нужное было включение или нет. Спасибо за внимание, друзья, в любом случае. И до новых встреч на канале Коми Рыбак. Всем пока.